добавок соли. Добро пожаловать! Здравствуйте, уважаемые поклонники футбола! Добро пожаловать в Екатеринбург на финальный матч Пирелли Кубка России по футболу. Сегодня здесь, в столице Урала, встречаются московское «Динамо» и казанский «Рубин». Бело-голубые сегодня хозяева номинальные поля. Вы знаете, это второй уже по счету финал в Екатеринбурге. 8 мая состоялся финал женского Кубка России. Вот точно так же участников его, футболисты красногорского «Зоркова» и пермской «Звезды» 2005 приветствовали по русской традиции хлебом-солью. Здесь потрясающая футбольная атмосфера, потрясающий новый стадион, который заполнился под завязку еще примерно за полчаса до начала игры. Сегодня в Екатеринбурге потрясающая солнечная погода. Скоро начнется футбольный матч. Екатеринбург. Стадион «Центральный». Финал Пирелли Кубка России по футболу. Вы знаете, впервые, наверное, впервые в истории российского кубка, а сегодня 20-й финал. Этот матч проходит при заполненном стадионе. Да, бывало зрителей побольше, в Лужниках собиралось 50 тысяч зрителей. Да, бывало, что на игру приходили болельщики, имея такую возможность в провинциальных городах, не столичных. Такая практика практикуется последние 4 сезона розыгрыша Кубка России по футболу. Но вот так, чтобы полный стадион, наверное, в первый раз. Сегодня на Центральном больше 20 тысяч зрителей и прекрасные финалисты. Финалисты, которые, наверное, состав их изначально можно расценивать как равный. Поэтому мы ожидаем очень интересной боевой игры сегодня. Итак, казанский «Рубин». Вот состав его на ваших экранах. Давайте еще раз вспомним, какие фамилии и имена игроков, вышедших сегодня на футбольное поле. Рыжиков Сергей, номер 1, защищает ворота. Полевые игроки: Олег Кузьминов, 2-й. 76-й Роман Широнов, 4-й Сесар Навас, 3-й Кристиан Ансальди, 66-й Бибарс Надхо, 23-й Роман Еременко, 8-й номер Александр Рязанцев, 61-й Георг Денис Караденис, 18-й Нельсон Вальдес, 25-й Владимир Дидюн. Курбан Бердыев, главный тренер казанцев. И московское «Динамо», номинальные хозяева Екатеринбургской арены сегодня. Антон Шунин в воротах. Полевые игроки: Леандро Фернандес, 6-й, Владимир Рыков, 33-й, Игорь Шитов, номер 4-й, 13-й Владимир Гранат, 10-й Андрей Воронин, капитан команды, 7-й Балаш Джуджак, 19-й Александр Самедов, 21-й Игорь Семшов, 8-й Звездан Мисимович, 22-й Кевин Куранье. Сергей Силкин, главный тренер московских «Динамовцев» и судейская бригада. Главный арбитр на ваших экранах Михаил Белков из Нижнего Новгорода, его ассистент Игорь Лапидус из Илисты, Олег Поглазов из Йошкар-Олы. Резервный арбитр сегодня Виталий Мешков из Дмитрова, инспектор матча Андрей Бутенко и Сергей Куликов, комиссар. Что ж, игра начинается. Первые секунды. Угрожающая черная туча чернильного такого цвета баражирует на футбольном поле. Но вы знаете, сегодня настолько потрясающая погода в Екатеринбурге, что даже легкий дождик, мне кажется, не испортит футбольной игры. Потому что воздух по-настоящему уже летний и даже немного душно. Хотя вчера еще гуляли свободные уральские ветры, было очень прохладно. Когда играли финал женских команд, погода менялась примерно 3 раза за 90 минут. Вот и первые мгновения матча. Понятно, что для казанского «Рубина»
Это главная встреча сезона. Главная и основная, потому что команда, уступив в прошлом туре премьер-лиги махачкалинскому Анжи, лишилась шансов на попадание по результатам матчей премьер-лиги в Еврокубке. Казанцы уже лишились шансов попасть в призовые места чемпионата России. Ну и понятно, что очень давно казанцы, как и многие другие, примерно еще 15 команд в премьер-лиге, потеряли шансы бороться за чемпионское звание. Но вот Кубок страны. Можно многое говорить и предполагать сейчас относительно того, как сложится карьера Курбана Бердыева, минувшего будущим летом, когда сменятся сезоны, уйдет он или останется. Но в любом случае, завоевание Кубка России — это будет очень хорошим финальным аккордом для сезона. Что бы там ни было дальше. Дальше может быть все что угодно. Бердыев завоевывал для Казани дважды чемпионство. Однажды играл в финале национального кубка. Это было в 2009 году. Но тогда московский ЦСКА оказался сильнее. Кстати, тот финал 2009 года, который проходил в Химках, был первым вот в этом ряду финальных матчей, которые разыгрываются не в Москве. До этого все финальные поединки проводились вне зависимости от того, какие команды попадают в финал. Московские, питерские и прочие в столице. Ну, а что касается московского «Динамо», 4-й финал в российской истории. Это для бело-голубых. Однажды они завоевали трофей. Было это в 95-м году. Это единственное достижение динамовской команды в российский период ее истории. Если не считать, естественно, медалей призовых, которые выигрывались, за исключением золотых, при разных тренерах, руководивших московским «Динамо». Сегодня эта команда, кстати, играет без своего основного правозащитника Люк Уилкшир из-за дисквалификации, а в Кубке страны дисквалификация наступает за получение 2 желтых карточек или красной. На позиции правозащитника сегодня играет Игорь Шитов, белорусский легионер, которому почти не доставалось игрового времени в сезоне премьер-лиги, поэтому, возможно, сегодня это слабое место в построениях московского «Динамо». Но поскольку это было известно заранее, что не сыграет Уилкшир, а сыграет, скорее всего, Шитов и Силкину и Бердыеву, я думаю, что оба главных тренера готовились к вот этой дуэли на этой позиции. Один с точки зрения обороны, другой с точки зрения атаки. Ну и, естественно, отметим сегодня сверхатакующую композицию футболистов «Динамо» в средней линии. На позиции опорных объектов сейчас располагаются и Игорь Семшов, и Звездан Мисимович. Андрей Воронин, отрезавший свой хвостик под нападающим Кевином Курани. Вот сейчас Кевин сбрасывает мяч в направлении Александра Самедова, но казанский «Рубин», который славится своей отлаженной и четкой обороной, сейчас пока не позволяет завладеть мячом «Динамо» надолго. И, во всяком случае, разыгрывать комбинации острые. Но еще не вечер, друзья. Всего 4-я минута. «Динамо» только начинает раскачивать оборонительный бетон казанского «Рубина». Как сегодня сыграет, в свою очередь, команда Бердыева в атаке, мы увидим, конечно. Но пока мы можем строить свои предположения на том, что мы вообще знаем о «Рубине», как он играет всегда. Эта команда довольно закрыта. Тем более, что сейчас у нее не самая хорошая серия в сезоне. Казанцы уже 5 встреч после победы в полуфинале над Ростовом не могут выиграть в премьер-лиге. Ничьи поражи. Наверное, все серии когда должны прерваться, но, с другой стороны, почему это должно произойти именно сегодня? Тут флажок уже поднят вверх, значит, положение вне игры у Кевина Кураньи. Понятно, что с таким составом номинальные хозяева, динамовцы, сейчас завладевают инициативой и диктуют условия игры. Но это пока. Да, положение вне игры, причем попал у него сразу 2 футболиста «Динамо». Там и Андрей Воронин попался совершенно бесспорно. Возвращение и Воронина в стартовый состав, и Игоря Семшова, который попал в такую мимолетную опалу после отказа пожать руку Сергею Силкину в результате замены. Это событие, конечно, довольно любопытное. Не находясь внутри динамовского коллектива, трудно понять, насколько улеглись там страсти, на какой уровень вышло примирение между тренером и футболистами. Тем более, что мы доподлинно не знаем, а насколько они вообще ссорились. И, может быть, это действительно был исключительно рабочий конфликт, которому пресса и все мы, болельщики, уделяем гораздо больше внимания, чем уделяли его, собственно, профессионалы футбольные. Сегодня и Семшов, и Воронин на футбольном поле в стартовом составе. И по их первым встречам с мячом и соперником я могу заключить, что они настроены по-боевому, настроены не отбыть номер, а сыграть действительно так, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Или Силкину, неважно, или всем нам. Да посмотрите, переполненный стадион. Абсолютно потрясающая футбольная атмосфера. Одна из боковых трибун занята болельщиками московского «Динамо», которые пребывали сегодня на
в Екатеринбург и специальным поездом, организованным динамовским клубом. Сутки в дороге в один конец. Но, тем не менее, ради финала и присутствия на нем, финал, в котором играет любимая команда, разве сутки в пути — это большая жертва? Казанский «Рубин», его болельщики сегодня, как сами они признаются, сделали самый большой в истории выезд болельщиков команды на футбольный матч. Тем более, что им всего 1000 километров предстояло преодолеть. Сущие пустяки по нашим российским расстояниям. И они там вовсю уже засыпают беговую дорожку конфетти разноцветным. Очень красиво это выглядит, честно говоря. Вот настолько нарядно, настолько празднично футбольный матч в России не выглядел давно. Правду вам абсолютную говорю. Ну и на футбольном поле пока борьба скорее позиционная. Правда, уже Игорь Шитов просит ему заморозить плечо. Под присмотром резервного арбитра Виталия Мешкова все это происходит. Микротравма у крайнего защитника московского «Динамо». Вот в результате вот этого единоборства и не очень мягкого приземления на газон. А сам-то газон, кстати, очень мягкий. Вот нам с коллегой Дмитрием Горделенко удалось поработать накануне на другом екатеринбургском стадионе «Уралмаш» на финале женского кубка. Вышли мы к полю, естественно, и сегодня. Пощупать его, посмотреть, вдохнуть его запах свежий. И больших отличий не видно. Оба поля, вопреки всем тревожным ожиданиям, а в конце апреля, вы знаете, даже возникала тема, что финал Кубка может быть перенесен в другой российский город. Правда, эта новость была очень быстро дезавуирована. Вот никаких признаков того, что какие-то проблемы есть, нет. Ну и помощь, естественно, работникам стадиона оказала хорошая погода, которая установилась на Среднем Урале. Сейчас мячом владеют футболисты казанского «Рубина». Они дали передохнуть группе ведущих футболистов в последнем матче СОГАС чемпионата России по футболу в Махачкале. Помимо, собственно, выхода на футбольное поле, который предполагает расходование физических сил, это еще и перелет в Махачкалу. Вот Курбан Бердыев решил, что для такой игры, сегодняшнего кубкового финала, лучше иметь свежую команду. И в ней сегодня, за исключением нескольких футболистов, которые могли попасть в состав, а могли и не попасть, тот же Сальваторе Бакетти, например. Вот как можно считать его не основным защитником? Наверное, состав боевой. Таким образом, никаких особенных помех для того, чтобы показать хороший футбол в хорошем сочетании и зрителей, и погоды, и антуража, и собственной готовности, и кадрового состава нет у двух команд. Ну и волновать их должен этот хрустальный трофей, кубок, который выставлен здесь уже у кромки поля. Рядом с ним дежурит такой символический почетный караул из 4 мальчишек. 2 в форме казанского «Рубина», 2 в бело-голубых футболках «Динамо». Ну и рядышком, естественно, резервный арбитр матча. Рыков выдал диагональную передачу направо. Александр Самедов жестом показал, что давай поспокойнее, сейчас попробуем поиграть. Вот так резко, сразу. Не успевал просто Самедов вылететь из положения вне игры. Хотя со всех ног стремился. То есть жестово призывал коллегу, центрального защитника, немножечко повременить с развитием атаки. Естественно, не в разрез с требованиями скоростного наступления. Слишком тянуть нельзя. Вперед идет Рубин. Кристиан Ансальди и Эдо Вальдес пытались пронзить защиту московского «Динамо» как раз вот в этой, возможно, уязвимой зоне правого защитника и примыкания ее к зоне правого центрального. Рыков не сумел остановить мяч, но его подстраховал Владимир Гранат. Владимир, который в весенних матчах вернулся на ранее им занимавшуюся позицию крайнего защитника, тем не менее неплохо освоился и в игре в центральной зоне, поэтому сейчас без проблем подстраховал Рыкова, сместившись с фланга. Кураньи. Очень красивый мяч. Через себя в падении забил ворота московского «Локомотива» немецкий форвард. Вообще эта игра получилась очень зрелищной. 2 команды выше всяких похвал провели ее, стремясь в атаку. Это Мисимович. С Джуджаком они попытались установить контроль над мячом, но немножко запутал сам себя боснеец.
Еременко. Рязанцев. И просит мяча на левом краю, не прикрытый никем Ансальди. Перевод как раз туда, но не точный. Скорее здесь Роман Широков реагировал на движение Гёкдениза Карадениза, который начал открываться в недодачу. Игорь Шитов. Самедов начинает ускорение по флангу, пробрасывает мяч мимо Сесара Наваса и выходит на оперативный простор. Но двое прикрывают его, но в штрафной-то площади игрока не хватает. Воронин убирает мяч и удар по воротам. Первая острота, первый шанс у одной из команд. Ну, получилось несколько спонтанно. Возможно, чуть подзатянул комбинацию Андрей Воронин. Сейчас даже жестом извинился перед Самедовым. Потому что с обработкой получилась незадача у него, но прорыв Александра Самедова, проход по правому флангу. И вот эта комбинация в центре, довольно быстрая и летучая, завершающим ударом Мисимовича, напомнила о московском «Динамо» лучшего образца этой команды игрового в этом сезоне, который, наверное, мы все зафиксировали в своей памяти в прошлом году. После прихода Сергея Силкина с апреля, когда команда начала набирать обороты и осенью выдала вообще фантастическую серию. Посмотрим, чем ответит Рубин. Ансальди. Убирает он на замахе Шитова. Подает в штрафную площадь. Мяч направляется в сторону ворот московского «Динамо». Ударил Рязанцев. Надо сказать, что динамовцы за 4 матча в розыгрыше этого Пирелли Кубка России по футболу всего 1 мяч пропустили. Это было в полуфинальной игре против Нижегородской «Волги». До этого все встречи, начиная от разгрома вышедшей, кстати, уже в премьер-лигу досрочно Мордовии со счетом 5-0 на стадии 1/16 финала, и вплоть до игры с питерским «Зенитом» в четвертьфинале, да еще и на выезде, да еще и после 1-5 дома в чемпионате. Все эти матчи московские «Динамовцы» проводили очень надежно в обороне, не позволяя сопернику свои ворота поражать. Ну а вот полуфинал. Он даром, что полуфинал, но вроде бы соперник-то был не самый грозный. Получился для «Динамо» самым напряженным в этой серии. Что касается казанского «Рубина», то по турниру Кубка России и этого розыгрыша команда прошествовала, ну, тоже довольно-таки впечатляющим темпом, потому что, начав, кстати, свой путь вот здесь же, в Екатеринбурге, на стадионе «Уралмаш», с победы по пенальти над Уралом, далее казанцы с сухим счетом 2-0 переиграли Амкар. Еще более сухим, еще более крупным счетом 4-0 переиграли московский «Локомотив». Это, наверное, была вообще самая яркая игра этой весной для казанского коллектива. 21 марта она прошла на стадионе Ахмат-Арена в Грозном. Ну и в полуфинале еще один сухой матч. Победа над Ростовом со счетом 2-0. Таким образом, учитывая, что первая встреча розыгрыша против Урала вышла со счетом 0-0, нужно сказать, что если «Динамо» всего 1 мяч в турнире до этого пропустила, то Рубин не пропустил вообще ни одного. Вот такие соперники. Ну, пока с инициативой больше подружилась «Динамо». Наверное, вспоминают бойцы минувшие дни. И, как вы помните, далее по тексту битвы, где вместе рубились они. Куранье, Мисимович, Воронин, Самедов, Симшов. Все лучшие на поле. Возможно, это такой немножко поиск добра от добра. И иногда вот весь этот цвет сразу, полную, так сказать, россыпь козырей, может быть, и не нужно представлять на суд публики и соперника. Но вот сегодня в открытую, совершенно ярко, уважительно к зрителю сформировал состав «Динамо» тренерский штаб этой команды. И «Динамо» оправдывает эти ожидания, пока играет довольно-таки ярко. Джуджак отбрасывает мяч назад. Антон Шунин почти пока не задействован в игре своими коллегами. Вот какая передача. Граната должна была быть прервана в центральном круге, а в итоге она пришла в ноги Кристиану Ансальди. Сейчас двойной прорыв готовится по левому краю. Ансальди, Гёкденис Караденис. Снова попробует переиграть Игоря Шитова. Но оттянулся назад Самедов. Это вот понятно, что есть план по нейтрализации угроз на фланге. Если играет не основной защитник, значит, должен прежде всего отходить назад хавбек. Спорный возможный эпизод сейчас в штрафной площади. Падение игрока
казанского Рубина. Давайте его еще раз рассмотрим на повторе. Никакого нарушения правил со стороны гранат лично я не вижу на Дидюне. Оступился, возможно, Владимир. Потерял равновесие. Но фола не было. Воронин пытался сейчас из-за спины выскочить. Он готовил, во всяком случае, такой прорыв. Подключает Кузьмина на правом фланге. Караденис. Наброс мяча в штрафную площадь, спасает ворота. Шунин, перекладина, еще один шанс. Вот этого острота, вот это возможности. Возможности во множественном числе. Именно так Роман Еременко имел шанс уже в пустые ворота пробить сейчас мяч. Вы смотрите, какой потрясающий эпизод создают партнеры. Вальдес переигрывает Фернандеса в воздухе. Шунин отбивает мяч, но не слишком далеко. И тут же Роман Еременко опережает Рыкова и не попадает в пустые ворота. Вот это да, вот это футбол. Пожалуй, момент, который был у Рубина поярче, повыразительней того, что создали московские динамовцы с завершающим ударом Звездана Мисимовича. Но счет пока 0-0. Любопытно, кто же из этих сверхнадежных в обороне в нынешнем розыгрыше Пирелли Кубка России по футболу клубов сподобится на первый пропущенный мяч. А может быть и не будет такого. Это тоже возможно с такими-то соперниками. Удары издали. Номинально крайний защитник, но сегодня действует фактически... Да, это один раз привело к провалу, когда прорвался Самедов. Но, тем не менее, вот этот момент, который должен был завершаться голом ворота «Динамо», искупляет, наверное, такое формирование группы игроков на фланге. Ну, Рыков, конечно, помешал. Он пусть и опоздал в борьбу с Еременко, но, тем не менее, если бы он совсем не прыгнул в этот полуподкат, то, наверное, мяч оказался бы в сетке ворот. Немножко все-таки он сбил с толку Еременко. Безусловно, и не хуже, чем нам, видно тренерскому штабу «Динамо», где именно сейчас слабое звено в обороне команды, где именно нужно больше внимания уделить сдерживанию атак Рубина. Точнее, контратак. Вот они тем и опаснее, наверное, что не развиваются постоянно, а случаются время от времени, когда Рубин получает такую возможность. Офсайд. Ходит и передачи. Опять фиксируется. Пошел на Кураньи, но Цесар Навас снял мяч с воздуха. А сейчас он в руках Сергея Рыжикова. Основной вратарь. Он немного приболел и по этой тоже причине отсутствовал в составе Рубина на игре в Мачка. И надо сказать, что кадры действий его сменщика Гедруса Орлаускиса, в общем, убеждают, так вот, если без лишних подробностей, в том, что есть Рыжиков основной вратарь, а есть второй вратарь. Вот никаких иллюзий тут, конечно, нет. Нарушение правил фиксирует Вилков. Леандро Фернандес выдвинулся, пожалуй, туда, где могло бы и не быть его, по большому счету. Бросился он в ноги Калешину. И с дистанции примерно 24-25 метров сейчас будут пробивать штрафной удар казанцы. Ну что, тут Биберс Надхо, Кристиан Ансальди, Георг-Денис Караденис. Кто из них решится на удар? Все мастера. По сигналу Вилкова. Бьет Караденис. Мяч летит в створ ворот. Шунин ставит два кулака, не решаясь этот мяч фиксировать в руках. Сильный удар, действительно, и был риск. Воронин и Кураньи. Вот они тоже сейчас вспоминают, как взаимодействовать. Кому куда бежать, кому куда лететь. Андрей, который сегодня снова с капитанской повязкой, сегодня не просто возвращает сам себе некую уверенность игровую, пытается снова почувствовать себя важным, нужным звеном в
динамовской футбольной машине, но и показывает партнерам, что он по-прежнему претендует на роль вожака и лидера в атаке. Что он будет придумывать, как команда станет атаковать. Конечно, это и не исключает творчество масс, вне всякого сомнения. И партнеры Воронина в атаке свои роли знают очень хорошо. Надхо с мячом. Передача налево, снова Ансальди. И вот опять атака через левый край. Пока не загружены совершенно на правом фланге футболисты казанского Рубина. А зачем, если получается вот здесь? И пока Динамо не проводит перестроение, чтобы исключить вот эти постоянные проходы и передачи в штрафную площадь. Мяч забирает Шунин, но пока Нельсон Эдо Вальдес на газоне. И, видимо, ему требуется медицинская помощь. Михаил Гулков сейчас выяснит, что там приключился. Мы пока с вами смотрим повтор штрафного удара в исполнении Гёкдениза Карадениза. И это уже второй удар после того почти фатального выпада, едва не завершившегося голом, когда Шунин отражает удар в створ ворот. В борьбе с Рыковым упал на газон Вальдес. Выход медиков на поле не потребовался. Вальдес уже в игре. Потрясающая панорама открывается, дорогие друзья, вот отсюда с комментаторской позиции, потому что вот вы видите краешек, ну, точнее значительное пространство противоположной трибуны, а мне видно еще вот целая центральная трибуна подо мной. Она заполнена людьми, празднично одетыми в разные цвета. Здесь есть и ветераны с цветами в парадных костюмах. В общем, праздник, который сегодня дарят футболисты зрителям, а зрители, соответственно, создают праздничную атмосферу, праздничный антураж для игроков. Ну и неистовствует просто трибуна казанских болельщиков. Колоссальные запасы конфетти. Вот часть их можно увидеть даже под ногами Антона Шунина, когда он выполняет удар от ворот. Основная часть, конечно, вот этой безобидной, в отличие от пиротехники, фанатской атрибутики скопилась сейчас на беговой дорожке, там, где располагается пожарная машина за воротами Шунина. В атаке казанцы. В центральном круге с мячом Биборс Надхо. Роман Шаронов. Роман Еременко. Ну и попытавший встать между ними Кевин Кураньи сделал еще одну попытку загадать желание, чтобы перехватить мяч. И это ему почти удалось. Ансальди забрасывает мяч в штрафную площадь на Вальдеса. Но здесь Леандро Фернандес сыграл на опережение. Середина первого тайма, между тем. Финальный матч Пирелли Кубка России по футболу в Екатеринбурге на стадионе Центральный. Московская «Динамо» и казанский «Рубин» пока не забили друг другу мячей. Неточный пас Дедюна. Мисимович. Рядом с ним Симшов. Слева подключается Гранат и делает неточную передачу. Но вы знаете прекрасно, что помимо завоевания почетного трофея, Кубок России по футболу еще является пропуском во второй по статусу еврокубковый турнир Лигу Европы. И если московские динамовцы уже в принципе обеспечили себе участие в этом турнире, а могут даже замахнуться еще и на Лигу чемпионов при удачном стечении обстоятельств в последнем туре российского чемпионата, матчи которого будут сыграны 13 мая, то вот казанцы обеспечат себе Еврокубки только в случае победы сегодня. А в случае поражения нужно будет ждать, как реализуются разнообразные сценарии. Там существует даже один, при котором казанцам нужно будет помочь московскому «Динамо» попасть в Лигу чемпионов. Ну, косвенно, конечно, потому что в последнем туре Рубин принимает дома ЦСКА. Именно армейцы сейчас располагаются на второй строчке. Но в том случае, если предположить, что нужно будет Рубину обеспечивать себе еврокубковую путевку через последний матч в сезоне, то надо будет выиграть у ЦСКА и ждать победы динамовцев в Краснодаре над Кубанью. В таком случае есть там еще
два других участника. «Спартак» и «Анжи», которые также претендуют теоретически еще на попадание в Лигу чемпионов. Вот как сыграют они: «Спартак» с «Локомотивом», «Анжи» против «Зенита», уже отметившего свое чемпионство и, казалось бы, лишенного всех мотивационных факторов. Вот тогда может случиться приятное для Казани Кураньи. Это неприятность для Казани готовилась. После прохода и удобной передачи Граната Кевин Кураньи без помех пробивал поворотом. Смотрите, это момент голевой. Возможно, не было серьезного повода у Кураньи действовать в одно касание, но вот такой провал, такая возможность защитнику дойти до фактически штрафной площади и отпасовать на форварда неприкрытого, это, безусловно, не порадовало сейчас, наверное, Курбана Бекиевича, потому что в предыдущие минуты мяч был под контролем Рубина, и Рубин вроде бы так почувствовал себя командой, которая строит позиционную атаку одну за другой. И тут вот такой провал. Забыли о базе, забыли об обороне. Едва не получили мяч в свои ворота. Сейчас казанцы. Антон Шунин. Точность передач. Смотрите, какая синхронность. 77% у тех и других. Да, пока команды, финалисты достойны друг друга. Даже в таких статистических мелочах. Ансальди с мячом. Наверное, нет в составе казанской команды футболист, который чаще получает мяч в эти игровые минуты. Но для разнообразия Александр Рязанцев атакует сейчас на правом крае. Комбинации подключили Кузьмина. И вот пас в штрафную площадь на Вальдеса. Вальдес к воротам. Дедюн сюда прийти еще не успел. Не говоря уже о Геокденизе Карденизе. Теряет мяч Мисимович. Там слишком близко располагался к нему Самедов. Получилась передача. Ну и Ансальди выпустил мяч за пределы поля. Поэтому снова Мисимович. Втроем двоих отыграли сейчас казанцы. Рязанцев. Почувствовал Семшов, что прикрыт. Тут выдвинулся вперед Гранат, поэтому можно было не падать в подкат. Джуджак. Гранат открывался в атаке. Джуджак немножко замедлил с передачей. Затянул. Мисимович. Ну вот дошла очередь и до центральных защитников «Динамо». Владит мячом. Проникающий пас Леандро Фернандеса. В одно касание оставлял его. Мяч Кураньи своему партнеру Андрею Воронину. Еременко. Против него тут обороняется Семшов. Но очень осмотрительно действуют футболисты Рубина. Они почти исключают брак в своих действиях, в передачах, потому что играют наверняка. Продуманно, рационально, без лишнего риска. Ну и тяжело, конечно, приходится Шитову. Фактически для него это дебют в основном составе. Конечно, он уже выходил на футбольное поле, но по-настоящему прочувствовать значимость игры и ответственность, свою часть ее за общекомандный результат он может только сегодня, став таким невольным финалистом целого турнира престижного. Ну а что касается престижности, вот можно все, конечно, что угодно сказать, и имеет полнейшее право на существование, та точка зрения, что финал национального кубка должен разыгрываться на главном стадионе страны, в столице, скорее всего. Но вы знаете, наверное, разные города, не столичные, по-разному, может быть, и подходят к организации кубка. Здесь немалая роль еще и в
особенностях Российского футбольного союза, в особенностях билетной программы. Сегодня, судя по празднично заполненным трибунам, красавцы нового стадиона в Екатеринбурге, проведение финального матча Пирелли Кубка России по футболу в уральском городе оправдано на 100%. Шунин довольно далеко выбил мяч. Воронин, вокруг него пока нет соперников. Воронин пытался подключить Джуджака, хотя уже предлагал себя в качестве адресата Александр Самедов. Караденис. Встречает его Шитов. Встречает и оттесняет подальше. Кузьмин. И здесь Рыков не спасовал перед Караденизом. Теперь, правда, Рыков пригодится своим штрафной площади, потому что тут летает мяч по воздуху, надо за него побороться. Навяжут Дидюн, Вальдес. Большие любители потолкаться в воздухе. Шаронов. Передача на правый край. Еременко готовит пас в штрафную площадь. Шунин, внимание! Шитов переигрывает Вальдеса, а Игорь Семшов, хотя он и уступает в росте Александру Рязанцеву, перепрыгнул сейчас казанского полузащитника 8-го номера. Сесар Навас. Кристиан Ансальди. Йогданис Караденис. Стабильный состав, опытные футболисты в составе казанской команды. Ну и Ансальди пока в целом, конечно, превосходит в цепкости игры, спокойствие и в технике, наверное, тоже Игоря Шитова. Но футбол — игра коллективная. Здесь вот в их противоборстве не все решается. Важна еще система командных звеньевых взаимодействий в линиях, в отдельных группах. Воронин налетает на Надхо. Это значит, что еще один штрафной удар. Сейчас уже Карадениза нет мяча. В момент предыдущего стандарта он присутствовал там, наносил удар. Но эта точка не для удара, а для подачи. Поэтому Надхо забрасывает мяч туда, где его уже ждет Антон Шунин. Сегодня в Екатеринбурге только один футболист, который становился обладателем Кубка России, и он на футбольном поле. Это Александр Самедов, который, защищая цвета московского «Локомотива» в 2007 году, выиграл этот самый трофей. Мог быть еще, наверное, Роман Березовский, если бы попал сегодня в состав на игру московского «Динамо», потому что Березовский побеждал с «Зенитом» в розыгрыше Кубка России. В 1999 году, и как раз тогда зенитовцы переиграли в Лужниках московское «Динамо». Но сегодня в резерве у Сергея Силкина на вратарской позиции молодой Евгений Фролов. Вальдес. И хорошая передача получается на Карадениза. Свободное пространство здесь. Если только мяч удастся обработать и принять должным образом, Шитов сражается с турецким полузащитником. И тот убивает мяч за пределы поля. Тяжело сегодня приходится Игорю. Но пока результативных ошибок, провалов за ним нет. Ну и в конце концов, Люк Уилкшир, имея такого футболиста в составе, он, конечно, имеет массу плюсов как футболист, как личность. Он универсальный, он надежный, поддерживает атаку. Он понятен для партнеров по обороне, для партнеров по полузащите, для вратаря.
Но все-таки Люк Уилкшир рекордсмен российского футбола в текущем сезоне по количеству предупреждений. У него 15 желтых карточек в премьер-лиге. Понятно, что с таким футболистом в составе всегда есть вероятность дождаться его дисквалификации и его кем-то заменить. Поэтому совершенно понимают, с чем столкнулись руководитель динамовской команды. Вот он, тот самый кубок, сейчас был на ваших экранах. И его, ну, скажем так, почетный караул. Семшов. Столкнулся он с Кристианом Ансальди, причем сыграл довольно опасно. Да, столкновение получилось болезненным для обоих, но все-таки не прав в данном случае Игорь. И вот с этой точки еще одна подача Биберса Натхо. Буквально 3 минуты назад то же самое мы видели. Кураньи, отошедший назад, выбивает мяч. И сейчас Андрей Воронин дожидался паса от Олега Кузьмина назад вратарю, чтобы перехватить его, догнать. Кузьмин все понял правильно и пасовать Рыжикову не стал. Еще одна жесткая игра со стороны Игоря Семшова. И в этот раз желтая карточка в руке Михаила Вилкова. Предупреждение полузащитнику московского «Динамо». Она вторая для него. Но дальше уже финала матчей нет. Поэтому дисквалификация. Если, конечно, Семшов не получит других предупреждений или красной карточки, в этом розыгрыше ему уже не грозит. Шаронов. Диагональный пас налево. Кристиан Ансальди. Караденис. Роман Еременко. И забежал уже Кузьмин в штрафную площадь. Там уже довольно много игроков казанской команды. Все ждут передачи. Вот одна не прошла. Выбил Уилкшир. Простите, Фернандес. Вторая сейчас последует, видимо, от Биберса Натху или Александр Рязанцев. Вот они между собой, перепасовываясь, решают, кому же обострять эту атаку. Караденис в итоге пасует. На выходе Шунин, но тоже мяч не забрал он четко. Падает Игорь Семшов. В воздухе раскрывшись. Ансальди перед ним извинился. Небольшое повреждение у Владимира Граната. Он столкнулся с Шуниным. Но сейчас уже все с ним в порядке. Медики не пригодятся. Игровой эпизод, вы видите, попал в ухо партнеру Антон. Кевин Кураньи. Таким орлиным взглядом, слегка нахмуренно, поглядывает сейчас в сторону мяча, потому что не часто он к нему прилетает. Неудобная передача какая Самедову. И вы смотрите, отбор мяча ведут вдвоем казанцев против Самедова. И еще пара игроков здесь же в качестве страхующих. То есть выбраться из этой ловушки Самедову было, наверное, невозможно иначе, кроме как выбить мяч от ноги соперника за пределы поля. Гранат. На Джуджака. Если Самедов одну летучую атаку провел по флангу, то Джуджак пока не отмечался острыми прорывами. Ну и пока не очень гармонично, не очень ярко смотрится в атаке все-таки связка этих грозных футболистов. Воронин, Кураньи, Мисимович, Семшов, который поддерживает этой атаки из глубины. Вот пока лучшие игроки в сумме своей не дают лучшей суммы. Вот так я бы сказал. Возможно, чьи-то яркие атакующие качества накладываются на такие же качества партнеров, и они несколько скрадываются, они прибавляются друг к другу. Ансальди. Тактика в атаке Рубина.
устоялась в первом тайме. Приближение к штрафной площади по флангу и заброс мяча в штрафную. Причем, обратите внимание, когда этим занимается Кристиан Ансальди, играющий на левом фланге, он делает это правой ногой. Вот это его особенность. Левый защитник, правша. Ну, это нюанс, изюминка техническая в действиях аргентинца, который пользуется уже не первый сезон. Казанская команда. Ансальди. Левый он тоже владеет. Будьте спокойны. Фернандес. И Ансальди снова. Еременко. Подкат Воронина сейчас приводит к тому, что неточную передачу сделал СССР Навас. Но вот как этим распорядится динамовская атака? Не лучшим образом. Сохранить мяч не удалось прежде всего из-за того, что Воронин его не удержал. И вот сейчас какие-то претензии были высказаны Самедову, так мимоходом Силкину, который вышел к бровке. Но и имел в виду он Андрея тоже. Здесь вот нарушение правил. Была неточная передача. И уже поставил корпус сшитого Георг Денис. Вальдес сбрасывает мяч в центр штрафной площади. Не поднят флажок, офсайд. Интересная игра, напряженная. Наверное, другой и нельзя было ждать в финале национального кубка. Да еще от таких соперников, как «Динамо» и «Рубин», отличающихся в этом розыгрыше завидной надежностью обороны. Но все-таки атака — это стихия московского «Динамо» нынешнего. Посмотрим на новый прорыв Александра Самедова. Сейчас он сигнализирует боковому о том, что была игра рукой со стороны его соперника. И Вилков, видимо, сейчас прислушается к мнению и футболиста, и своего коллеги, крайнего резервного арбитра, и покажет желтую карточку. Оно так и есть. Роман Шаронов получает предупреждение за то, что подыграл себе рукой. Это нельзя даже назвать попал мяч в руку. Это именно была что умышленная игра рукой в исполнении Шаронова. Штрафной удар. Звездан Мисимович будет доставлять мяч к воротам Сергея Рыжикова, которого что-то давно динамовцы не тревожили. Летит подача, удар по мячу. Это Владимир Рыков, высоченный, мощный защитник. Хорошо выпрыгнул, но в створ ворот он не попал. Последняя минута финального матча. В первом тайме, естественно, Пирелли Кубка России по футболу в Екатеринбурге на центральном стадионе встречаются московская «Динамо» и казанский «Рубин». Они пока не открыли счет. Сергей Рыжиков, выполняя удар от ворот, поскользнулся. Но не поэтому, видимо, схватился за сердце Курбан Бекиевич Бердыев. Пока игра складывается... Тут ведь не скажешь, что по сценарию тех или других. Сценарий команды пишут совместно, и они противоположны один другому. Но Рубин первый тайм провел в атаке поинтереснее московского «Динамо». И это парадоксально, потому что состав «Динамо» стартовый с полным комплектом ярких атакующих футболистов, основных футболистов команды, настраивал несколько на другой лад. 1 минута добавлена к основному времени первого тайма. Рыжиков не позволяет Воронину выполнить эту передачу на Кевина Кураньи. Ну и, возможно, 1-2 атаки мы еще успеем увидеть. Если, конечно, футболисты не затянут их. Казанцы предпочитают выстраивать свою атаку надежно, не спеша. Они могли забить в первом тайме. Был потрясающий момент у Романа Еременко, не попавшего в пустые ворота после отскока мяча. Ну и вот сейчас очередной пас левого края атаки.
Карадениза. А здесь желтая карточка, наверное, еще одна. Сесар Навас обнял Кевина Кураньи. Напрасно, наверное, он это делал. Совершенно ясно было, что партнеры и Ансальди, и Шаронов, да и Кузьмин с правого края успели прибежать, сомкнуть ряды. Ну, посмотрите, какой захват. Регбийный абсолютно. Что это, если не предупреждение? Вот так буквально на ровном месте в последние минуты первого тайма два казанских защитника, два казанских центральных защитника схватили по желтой карточке. А как знать, может быть, это еще и аукнется команде из Казани в следующем игровом отрезке. Звучит свисток на перерыв нижегородского рефери Михаила Вилкова. В финале Пирелли Кубка России по футболу в Екатеринбурге между «Динамо» и «Рубином» ничья 0-0. В Екатеринбурге на стадионе «Центральный» встречаются московская «Динамо» и казанский «Рубин», которые не сумели забить друг другу в первом тайме, но показали футбол довольно увлекательный. Было несколько моментов. Было несколько хороших шансов. Понятно уже приблизительно, что соперникам ждать друг от друга. И, наверное, теперь, если не все еще козыри засвечены, самое время их предъявить. Потому что по такой игре, ну, действительно, складывается она равной. Можно ждать того, что это будет надолго. Кто рассчитывает на долгий финал, для кого он хорош, кому он на руку, трудно говорить, учитывая, что каждый из соперников играет в 1000 километров от своего дома. А 13 мая, через 4 дня, заключительный тур чемпионата страны. Борьба за еврокубковые путевки продолжается. Для некоторых, как московская «Динамо», например, медали чемпионата страны. Поэтому, наверное, затягивать игру в дополнительное время желания большого нет ни у тех, ни у других. Замен по итогам первого тайма я не наблюдаю на футбольном поле. И напоминаю вам, кто сегодня в составах команд. Московская «Динамо», они номинальные хозяева. В воротах Антон Шунин, номер 1. Полевые игроки: 6-й Леандро Фернандес, 33-й Владимир Рыков, 4-й Игорь Шитов, 13-й Владимир Гранат, 10-й Андрей Воронин, Балаш Джуджак, номер 7-й, 19-й Александр Самедов, Игорь Семшов, номер 21-й, 8-й Звездан Мисимович, 22-й Кевин Кураньи. Сергей Силкин, главный тренер «Динамо». Состав казанского «Рубина». В воротах Сергей Рыжиков, номер 1. Полевые игроки: Олег Кузьмин, номер 2. 76-й Роман Шаронов, 4-й Сесар Навас, 3-й Кристиан Ансальди, 66-й Биборс Надхо, 23-й Роман Еременко, 8-й Александр Рязанцев, 61-й Георг Денис Караденис, 18-й Нельсон Эдо Вальдес и 25-й Владимир Дидюн. Курбан Бальдеев, главный тренер казанцев. И судейская бригада: Михаил Белков, Нижний Новгород, возглавляет ее. Арбитры на линиях: Игорь Лапидус, Элиста Олег Поглазов, Йошкар-Ола. Московские «Динамовцы» берут с места в карьер. Атака очень опасная у них развивается в самые первые мгновения второго тайма, но здесь положение вне игры у Кураньи. Фиксация офсайда сегодня на высшем уровне пока. Действительно, мы видим, что момент передачи Кураньи чуть заступил. Затылок Андрея Воронина выглядит немного непривычно. Если бы не фамилия на спине, я думаю, что не все наши зрители бы опознали капитана «Динамо», потому что в самом деле мы привыкли его видеть с хвостиком. Но, может быть, посчитал Андрей, что пора что-то поменять. Раз уж такая у него неприятная полоса футбольная пошла, и решил поменять немножечко образ. Выглядит он несколько взрослее теперь, не так инфантильно, менее по-хулигански, что ли. А может быть, просто жарко. Впереди лето, впереди чемпионат Европы на родине. И это повод сделать какой-то новый шаг в своей жизни куда-то. С мячом казанцы. Для них неплохо сложился первый тайм, могли забить. Причем в самом ярком моменте даже, пожалуй, Владимир Рыков, убивая мяч, едва не срезал его в свои ворота, там, где Шунин уже не мог выручить. Ну вот неприятность для Рубина случилась в последние минуты тайма, когда по очереди два центральных защитника получили по желтой карточке. Понятно, что теперь им следует действовать гораздо аккуратнее. Справа Роман Еременко пытается раскачать Джуджака, чтобы выйти на позицию, с которой можно сделать передачу. Вот передача наконец летит. Там на опережение Вальдес пытался действовать, но Шунин эту возможность исключил.
Этот футболист в текущем сезоне в 4 играх Премьер-лиги дважды поражал ворота «Динамо». Вообще, конечно, это удивительно. Серия, она не имеет равных в современном российском футболе в Премьер-лиге. Серия неудач московского «Динамо» против казанского «Рубина». Действительно мистическая. Последний раз в 2006 году, благодаря голу Дерлея, бело-голубые сумели переиграть казанскую команду. Сколько воды утекло с тех пор, сколько денежных средств, тоже очень впечатляющими ручьями. Средств, потраченных на игроков, пролилось в разных командах. А победы у «Динамо» над «Рубином» все нет как нет. Нынешний сезон 3-0, 2-0, 2-0 и 1-1 в матче 4-го круга. Ничья — это все, чего смогли добиться бело-голубые в этом году. Хотя они и вели в счете. Красивый мяч в ворота Рыжкова забил Мисимович после передачи Владимира Рыкова. Один из редких для Мисимовича голов с игры в этом сезоне. Еще один, кстати, очень похожий на тот. Провел ворот ЦСКА с передачей Джуджака. Но сегодня Звездан Мисимович действует на позиции центрального полузащитника. И ждать его выходов к воротам, наверное, пока не приходится. Хотя вот он сейчас с мячом. Вот он пасует на Куранье. И впервые, пожалуй, нет офсайда в такой атаке. Но она и не остра. Назад возвращается мяч Шунину. А Шунин ошибочно выбивает мяч на Еременко, принимая его за кого-то другого. Возможно, за Романа Березовского. Шитов. 4-й номер «Динамо». Не основной игрок своей команды в текущем сезоне. Сегодня он в стартовом протоколе из-за того, что Уэлшер пропускает встречу из-за перебора карточек. Тревожный у него выдался первый тайм. Казанцы как раз левым краем, где действует Ансальди и Гёк Денис, очень много угрожали воротам «Динамо». Рыков. Все-таки потрясающе, как заполнен сегодня стадион. И насколько удачный оказывается этот выбор сегодня именно для этого финала. Центральный стадион Екатеринбурга. Подлинный праздник футбола. И с погодой угадали, кстати. Хотя в перерыве, я должен вам сказать, некоторые зрители даже тут пораскрывали зонтики, потому что вот та свинцовая туча, которая нам всем здесь угрожала еще перед стартовым свистком, она все-таки краешком нас зацепила. Но сейчас снова солнце. По-настоящему теплая летняя праздничная погода. И футболисты стараются нас порадовать. Передача по диагонали на Дядюна. За ним приглядывает Владимир Гранат. Тринадцатый номер «Динамо» с мячом. Хорошая передача на Курани вперед. Джуджак. В одно касание играет с Курани. Куранье. Но, правда, он здесь зажат в узкий коридор Кузьминым и вышедшим сюда на подстраховку центральным защитником Шароновым и Навасом. К бровке вышел Бердыев, чтобы что-то подсказать Дядюну. Как именно ему следует действовать, куда ему следует бежать. Владимир Дядюн располагается на правом фланге атаки казанского «Рубина». Левее действует Гёк Денис. В центре нападения Эду Вальдес. На позиции, которую «Динамо» занимает Воронин. Позиция под нападающим расположился Роман Еременко. Но это вот сейчас так, потому что в первом тайме ближе к флангу действовал, к правому, я имею в виду, Александр Рязанцев. Сейчас он вместе с Биборсом Надхо сосредоточился на работе в центральной зоне. Ну и стандартная для всех, наверное, современных команд в России
четверка защитников. Полетела первая пиротехника с трибун бокового сектора, с этого балкончика, где расположились поклонники московского «Динамо». Казанцы в первом тайме засыпали беговую дорожку серпантином. И это было нарядно, это было безопасно. А вот сейчас фаеры, дым. И Михаил Вилков даже, по-моему, приостанавливает игру, чтобы был наведен порядок. Был погашен открытый огонь. Ну, болельщики проделали длинный путь. У них финал. Они считают, что они могут и должны себе это позволить. Ну, сейчас горящие петарды поочередно спокойно огнетушителем нейтрализуют сотрудник стадиона. А игра возобновилась. Мяч в центральном круге. Надхо. Здорово, он переиграл Семшова. Это Кёк-Денис Караденис. Еременко, проникающий пас. Прошло на Дедюна. Но Гранат опомнился, вовремя выбивает мяч. И сейчас также действует внимательно, вообще не теряет концентрации. Владимир оставляет мяч в поле, чтобы не было аута. Кузьмин. Еременко приближается для удара поворотом. Бьет издали Шунин с трудом в броске. Отводит мяч от ворот. Ну, а фиксирует его уже за пределами поля. Это значит угловой. Хорошая попытка казанского Рубина. Красивый удар. Очень зрелищный прыжок динамовского вратаря. Посмотрим еще раз. С камерой, расположенной на динамовском секторе из-за динамовских ворот. Вот он. Прыжок Антона Шунина. Его спасение. Не подвел длинный рост. Высокий рост вратаря бело-голубых. Надхо. Еще одна опаснейшая попытка пробить издали. И вот это что-то новенькое уже в арсенале казанского Рубина. Во всяком случае, мы не видели таких вот ударов в первом тайме. Роман Еременко. Следом 66-й номер. Надхо. Очень опасно атакуют ворота с длинных дистанций. И Шунин сейчас, наверное, призывает прежде всего полузащитников внимательнее следить за этим. Сегодня полузащитники-разрушители в «Динамо» из переквалифицировавшихся полузащитников созидателей — это Семшов и Мисимович. Понятно, что обороняться на дальних подступах к штрафной площади — это не их любимое занятие. И, возможно, казанцы решили этим сейчас воспользоваться. Не сближаясь с игроками обороны «Динамо», вот в этой еще немножко разреженной буферной зоне, получать мяч и бить по воротам. Тем более, что бьющие, хорошо бьющие, в составе казанцев имеются в большом количестве, в большом разнообразии. Исправляют сейчас ошибку Семшов. Цесар Навас. Рыков. Самедов на Воронина. Что дальше? Пока не включился на полных оборотах в эту игру капитан «Динамо». Выглядит несколько тяжеловатым. Андрей Воронин не разбегался. Не хватило одного тайма. А вот Караденис уже вовсю несется к воротам. А еще одна опасная его передача на Вальдеса. Вальдес пробивал пяткой. Наверное, так в прыжке забить было очень красиво, но тяжело. И парагваец попытался, но не попал в ворота. Ну что ж, поинтересней. В начале второго тайма смотрится казанская атака. Больше шансов, больше попыток, больше разнообразия. Вы представляете, приходится сказать эти слова. Какая россыпь ярких футболистов в атаке «Динамо», а больше изобретательности и больше разных просто вариантов пробуют перед чужими воротами сейчас их соперник. Андрей, надо придумывать что-то. Ансальде. Надхо. На Романа Шаронова. Тут начинает движение вперед. Ошибается в передаче. Может контратака возникнуть. Гранат. Диагональная передача вперед. Цесар Навас.
Пробивает мяч к флангу. Шаронов. Дидю, что будет делать? Роман Еременко. Решает правило гранат. И, похоже, Вилков на этот раз пригрозит ему пальцем. В следующий раз не пощадит. Пока желтая карточка у динамовцев имеется только у Игоря Семшова. У казанцев, как я говорил, уже два центральных защитника СССР Навас и Роман Шаронов играют с предупреждениями последних минут первого тайма. Пас в штрафную площадь. Дидюн откликается на передачу. Не сильно получается его прострельная передача на Эду Вальдеса. Еременко. Рязанцев. Прорывается Гёкденис Караденис. Вы знаете, он расправляется каждый раз. Теперь со своим оппонентом Игорем Шитовым на фланге. Раньше он для этого взаимодействовал с Кристианом Ансальди. И в большей степени даже защитник аргентинский там проходил к штрафной площади и пасовал. Сейчас вот эту прорывную работу, скоростную, взял на себя полностью после перерыва турецкий Хавбек Караденис. И он за счет проброса мяча и резких ускорений постоянно опережает Шитова. Это становится проблемой для «Динамо», между прочим. То есть поменялась детализация, что ли, атак казанского «Рубина» на флангах. А то, что она по-прежнему, эта атака у «Рубина» строится через левый край, где сегодня не основной защитник Шитов. Вот он, кстати, сейчас присел на газон. У него были проблемы с плечом после одного из единоборств. Приземления. Мы там замораживали плечо. И вот сейчас он опять держится за него. И вы знаете, как бы это не переросло в еще более серьезную проблему. Потому что, ну, Шитов — это второй запасной правый защитник. Если сейчас он сломается, не сможет продолжить игру, то выпускать на поле придется футболистов, которые еще меньше опыта имеют действий на этой позиции. Спешат сейчас, обежав поле, спортивные, подтянутые медики динамовского штаба. Они очень быстро, кстати, пробежали вот этот отрезок. Ну и сейчас, наверное, будет приниматься какое-то решение. Точнее, мнение у тренеров уже, наверное, должно быть сейчас о том, как именно сейчас следует поступить, если вдруг Шитов не сможет играть. Вот видите, это в первом тайме было приземление на локоть через Карадениза, и явно он что-то то ли со связками, то ли с мышцами левой руки, непорядок здесь, и вот сейчас такой рецидив. Ну, посмотрим. Пока «Динамо» в меньшинстве. «Динамо» бьется за мяч. Куранье. Здесь на стадионе Центральный в Екатеринбурге мне не видно, чтобы была какая-то оборудована разминочная зона. Ее и в принципе нет. Но будет замена. Вынужденная замена в составе бело-голубых. Александр Япуряну появится сейчас на футбольном поле. В ближайшей паузе, видимо. Требуется замена, и Игорь Шитов уже в эту игру не вернется. Посмотрим, как будет перестроена игра бело-голубых. Если она будет перестроена, пока атакует Куранье. Что-то интересное могло там случиться. Надхо бросается в сторону бокового арбитра. Спорить, считая, что не было там углового. А Вилков показывает, в самом деле прав казанец. Хотя боковой арбитр указал на угловой флажок. И сейчас рефери оспорил решение своего ассистента. Произошла замена в «Динамо». Александр Япуряну вместо Игоря Шитова, получившего травму, и Япуряну занял позицию Шитова на правом крае обороны. Навык игры в обороне, естественно, у Япуряну имеется. Он действовал в основном в центральной зоне, тогда, когда выходил на поле. Но из всех вариантов, кого выпустить на поле, наверное, он наилучший и наиоптимальнейший. Потому что там, кроме него, резервный вратарь Фролов, Кристиан Нобуа, Павел Нехайчик, Александр Сапета и форварды Кокорин и Смолов.
Иных защитников в резерве у «Динамо» не было. Воронин. Мисимович очень технично укоротил мяч, но Воронин не сумел сейчас продраться между двумя защитниками «Рубина». И быстрой контратаки не будет у казанцев. Однако же идет вперед Карденис. Забегание выполняет Ансальди. Мяч забрасывается на Нельсона Эдовальдеса. Подача в штрафную площадь. Не попадает головой в мяч Владимир Дидюн. Новая волна атаки. Это очень опасно. Недаром спешил там прикрыть Дидюна Андрей Воронин. Кузьмина, простите, и Олега. И правый защитник «Рубина» делает такой пас, который, если бы пришел на голову Вальдеса вот в этом эпизоде, мог бы вполне стать голевым. Караденис. Преимущество во втором тайме безраздельно принадлежит казанскому «Рубину». Но вы знаете, может быть, это не такая проблема для сегодняшнего «Динамо». Не того «Динамо», который в целом в этом сезоне длинном, полуторагодичном, мы успели узнать, а «Динамо» этой весны. «Динамо», в котором часто не находилось место в стартовом составе Воронину, в каких-то матчах и Семшову. «Динамо», которая научилась играть, дожидаясь шанса на контратаках, играть, если хотите, даже от обороны. И вот сейчас, при такой игре казанцев, может быть, у нынешнего актуального «Динамо» будет больше возможностей поразить ворота соперника. Но для этого, конечно, нужно включиться тем футболистам, которые обеспечивают скоростные прорывы. Тут речь мы ведем прежде всего о флангах. Александр Самедов и Балаш Джуджак. От них многое будет зависеть. Ну, насладитесь просто панорамой красавца стадиона центрального в Екатеринбурге. Воронин. Пытался оттеснить сейчас Романа Шаронова. Тот головой отпасовывал мяч голкиперу. Рыжиков был уже во всеоружии. Ну и вот Игорь Шитов с ледяным компрессом на плече. Он уже свое отыграл в этой встрече. Рязанцев. Защитник «Рубина» Кузьмин и хавбек «Динамо» Самедов участвовали в одном и том же финале Кубка России 2007 года, но, правда, с разных сторон. Александр в составе «Локомотива» стал победителем, а Олег, игравший за футбольный клуб «Москва», в том финале уступил. Ну и кроме того, в составе казанцев много футболистов, которые играли в финале 2009 года против ЦСКА в Химках и потерпели тогда поражение с минимальным счетом 0-1 от армейцев. Так умело обороняются футболисты «Рубина», что они остановившегося с мячом игрока постоянно встречают вдвоем. И из-под такого давления, из-под такой опеки освободиться уже тяжеловато. И очень не понравилось футболисту «Рубина». Сейчас вот совершенно хрестоматийным образом, выиграв серию единоборств на одном фланге, переводит мяч на другой. Широкий такой маневр используя. В одно касание играют сейчас футболисты казанской команды. Надхо. Мяч от Рыкова уходит на угловой. Подавать бежит Кристиан Ансальди.
Футболист, владеющий обеими ногами. Мы видели, как он много передач выполнял правой. Сейчас вот левый направляет мяч к воротам. Аут. Дождался Краденис, пока там шнурки завяжет Вебер с Натхо. Уже поглядывал в сторону израильтянина, чтобы ему мяч выбросить, но Натхо был занят. Пришлось повременить. Он не справляется с этим мячом Краденис. Небольшая техническая ошибка, стоившая потери мяча. Дидюн. Ох, какая передача хорошая была, проникающая на Крадениза. Рязанцев. Еще один пас. Он под постоянной нагрузкой находится, надо сказать, оборона московского «Динамо». Вижу я вот, что все-таки есть разминочные зоны, и в ней вовсю разминаются сейчас футболисты обеих команд. Причем, что характерно, разминаются 3 футболиста московского «Динамо». Замен осталось только 2 у бело-голубых. Ну, а тут, тем временем, такая полноценная, полноводная волна пошла по трибунам стадиона. Это смотрится хорошо, потому что трибуны полны. И волна на таких трибунах смотрится действительно впечатляюще. Баронин не был согласен с тем, что он не поправил Матисна Шаронова. Вилков сейчас требует мяч вернуть казанцам, чтобы ввести его игру свободным. Натхо. Пасует назад. Сесар Навас. Перевод на другой фланг. Олег Кузьмин. Ну и неточная передача на Александра Рязанцева. Не работает динамовская атака. В таком сочетании, знаете, все-таки я укрепляюсь в убеждении, что слишком хорошо, слишком много ярких исполнителей. Это не математика. Здесь прямое сложение. Прибавление величин не дает желаемой искомой суммы. Наверное, от этого блеска и изобилия ярких атакующих футболистов придется. Ну, не то, чтобы отказаться, а подкорректировать его несколько Силкину рано или поздно. Вот сейчас что там решит Вилков? Это было нарушение со стороны Сесара Наваса. И если бы Навас получил карточку, Рубин остался бы в меньшинстве. Но это сослагательное наклонение. Давайте посмотрим за исполнением штрафного. По нарушениям 9-5. Фолов больше у динамовцев. Мисимович. Он умеет доставить мяч в нужную точку. Одной из такой возможных точек становится Леандро Фернандес, хорошо играющий главой защитник. Но сейчас все внимание на экран. Там несколько блокировали Рыжикова, не подпуская его к мячу. И Япуряну с затылком переправлял мяч уже, в общем, в пустые ворота. Но эта хитрость не прошла у динамовцев. Курань, видите, ставит спину. Но он как бы даже и не самостоятельно, а его вроде бы и Шаронов толкает в сторону голкипера. Но так или иначе добраться до мяча было Рыжикову тяжеловато, когда он повторно взмыл воздух. Фернандес. Не доходит мяч до Андрея Воронина. Волна тут проходит уже, по-моему, 10-й круг. Безостановочно. Люди поднимаются сектор за сектором. Ну, некоторым исключением выглядит, правда, сектор болельщиков «Динамо», которые просто прыгают постоянно, они сидят на месте, поэтому они в этой общестадионной волне такой
постоянной полосой прибоя, что ли, выступают. Тем более, что цвета они сегодня почти все в белом. Белого больше, чем голубого в одеждах болельщиков. Такое впечатление создается. Позиционная атака Рубина. Выстрел дальний. Биберсон Натхо. Мяч попадает в крестовину. Вот так никто не думал и не гадал, что с такой дистанции можно зарядить вот таким образом поворотом. И Антон Шунин, наверное, меньше всех был готов. Ну, он-то выпрыгнул в сторону мяча. Но, вы знаете, помочь ничем уже не мог. Смотрите еще раз за этой красотой. Натхо бьет поворотом. И это практически попадание в девятку. Мяч, если бы он был бы забит, был бы наикрасивейшим, конечно. Вторая перекладина уже в игре. И снова за «Динамо» она сыграла. Моментов, конечно, гораздо больше у Рубина. Да вот эти два. Срезка Рыкова по своим воротам и перекладина после удара Натхо. Вполне стоят, достаточно были бы для победы, если бы это были бы голы. Рыков перехитрил Вальдеса. Так, перевисел его. Тут офсайд. Курани сегодня практически и живет в положении вне игры. Редкая передача, не застает его там. Караденис. Пасует штрафную площадь. И опять выигранный воздух. Смотрят друг на друга центральные защитники «Динамо», а между тем Владимира Дидюна они упустили. Кто виноват? Сейчас разбираться некогда. Ну что ж, по игре, особенно во втором тайме, Рубин смотрится фаворитом этого финала. И, наверное, если задумываться об усилении игры, о возможных заменах, надо отметить, что, к сожалению, для казанцев все-таки Алан Касаев, который был заменен в Махачкале в самом начале встречи, не смог подготовиться к игре, поправиться. Не поможет он. Яркий атакующий игрок. Но есть другие. Но сейчас атака «Динамо». Передача Александра Самедова. Удара поворотом нет. Рязанцев. Диагональный пас направо. Дидюн. Эдо Вальдес. Натхо. Нарушения нет. Натхо не поднимал ноги, сыграл коленом. Ну и теперь пиротехника на противоположной от «Динамо» и Шунина в стороне поля, на секторе поклонников Рубина. Диктор по стадиону попросил болельщиков соблюдать порядок, не зажигать. Караденис против Япуряну. Ансальди включается. И Роман Еременко. Красивейший удар, и все-таки гол! 78-я минута матча. Какой он по счету, этот дальний удар казанского Рубина. И какие красивые были попытки у Натхо до этого. И у того же Еременко. Но вот этот удар на 78-й становится голевым. Срывает с себя одежды Роман Еременко. Не в силах удержать внутри этой радости.
Сейчас, конечно, он получит желтую карточку. Знаете, это такая разновидность приятных желтых карточек, которые получают после того, что что-то хорошее происходит в жизни футболистов. Красивый удар. Несколько скрыт был своими футболистами от бьющего Антон Шунин. Там не вовремя вышел на линию удара Игорь Семшов. Он так перекрыл немножечко. Но не удар перекрыл, а перекрыл обзор Антону Шунину. Ну и полет мяча был очень красив, непредсказуем для вратаря. Роман Еременко забивает первый мяч в этом розыгрыше Пирелли Кубка России по футболу. И какой важный это мяч, потому что забит он в финальной игре в Екатеринбурге. Рубин выходит вперед. Рубин, который абсолютно лучше выглядит во втором тайме, реализовал сейчас свое, естественное преимущество. Что «Динамо»? Бело-голубые уже произвели одну замену. Она была, правда, вынуждена и в линии защитников. Что касается линии передней, еще раз напомню, форварды Александр Кокорин, Федор Смолов, атакующий полузащитник Павел Нехайчик, Кристиан Нобо, ну и Александр Сапета. Это футболисты, которые могут выйти на футбольное поле. Может еще и запасной вратарь Евгений Фролов появиться на нем, но это навряд ли. И по-прежнему без пропущенных мячей идет по этому турниру казанский «Рубин». Удивительное достижение. Возможно, оно даже и уникально для истории российских кубков. Сейчас углубляться в историю просто нам не досуг с вами. Надо досмотреть этот финальный матч. У бело-голубых есть примерно 10 минут на то, чтобы вернуться в игру. Чудеса в кубковых играх случались во всех странах мира. Ну и сейчас свое чудо футбольное Сергей Николаевич Силкин пытается все-таки подготовить. Александр Кокорин появится в игре. Вальдес. Фернандес контролирует мяч, выбирая адресата для паса вперед. Вот он адресат. Виборс Надхо. Перехват мяча. Караденис устремляется вперед по флангу. Передача. Очень хорошая передача от Сесара Наваса. Воронин. В одно касание. Курани и Мисимович. И слева Джуджак. Кто кого переиграет. Олег Кузьмин пытается поставить корпус венгру. Ставит его он в горизонтальной уже плоскости. Мяч уходит за лицевую линию на угловую. Ну что ж, теперь, наверное, каждая возможность доставить мяч к воротам со стандартного положения становится потенциально голевой. Однако один из мастеров этого дела, Звездан Мисимович, покидает пределы поля. Он уступает свое место Александру Кокорину. Как раз под угловой выходит Кокорин, может быть и на счастье. Посмотрим. Джуджак подает. Прыжок высокий. Кокорин борется за мяч с Надхо, но там уже поднят флажок вверх. Боковой арбитр фиксирует положение вне игры. Вот здесь Кокорин вылетает от излишнего рвения и избытка сил вперед игры. Ну что ж, а дальше, посмотрите на часы, 83-я минута. Представляете себе Рубин, который ведет в счете в финальной игре. Вот если представить себе, отвлечься сейчас от того, кто непосредственно в этом финале участвует, ситуацию в общем виде. И вот нужно команде немножко подсушить игру в концовке. Вот название какого российского клуба мы прежде всего назовем сейчас, как наиболее пригодного для такой миссии? Наверное, все-таки действительно это казанский «Рубин». Но получится ли подсушить у казанцев? Это вопрос. Смотрите, в шестером сейчас бегут в атаку динамовцев. В шестером! Между тем, что обороняющихся было 5 сначала, потом еще отошел назад чуть Караденис, стало 6-6. Но вот эта атака смотрелась очень перспективной. Она еще, кстати, и не закончена, потому что будет угловой. Джуджак
Теперь все подачи его. Вот так моментально, не подававший угловых всю игру, динамовский коллектив набрал в последнюю 10-минутку уже столько же, сколько у казанцев. Активизировалась команда Силкина, безусловно. На матче присутствует вдова Лиги. Валентина Яшина присутствует на этом футбольном матче. Я думаю, что по приглашению Динамовского клуба приехала вдова прославленного голкипера советского в Екатеринбург на эту игру. Сейчас соответствующему объявлению по стадиону поаплодировал центральный. Ну а тут эпизод интересный. В штрафной площади. Заваливался. Так по частям. Красиво. Андрей Воронин на газон в штрафной площади Рубина, но это было, конечно, совсем не похоже на момент с пенальти, поэтому сам Воронин даже отнесся к этому происшествию с присущим ему как одесситу юмором. Сергей Рыжиков вывел мяч. Рыков. Воронин. Все-таки Воронин азартный игрок. Пытается он сейчас и сам завестись, и партнеров завести на игру. Времени остается немного. 5 минут. 5 минут на то, чтобы вернуться в претенденты на кубок. Ну и смотрите, какая замена готовится сейчас Курбаном Бердыевым. На поле появится защитник Сальваторе Бакетти. Он, конечно, может выйти вместо другого защитника, а может и вместо полузащитника. И тогда перед воротами Рыжикова будет организован монолитный железобетонный забор. Надо сказать, что и без третьего центрального защитника обороняется Рубин очень надежно в этой встрече. Гипуряну. Пас налево. Гранат получает мяч. Кураньи собирает вокруг себя соперников. Самедов здесь в центре. Семшов. И вот тут нужно разыграть мяч в штрафной площади, но не позволяет этого сделать Бибарс Надхо. Отошли назад казанцы. Ближним сейчас к воротам Шунина у них стал полузащитник Еременко, автор победного, возможно, удара. Антон Шунин, вон он где распоряжается мячом. Дошел к центральному кругу. Пас на Кокорина, тот выигрывает воздух. Между прочим, Владимир Рыков сейчас переведен в нападение. На эти последние минуты он не возвращается назад. Вот, может быть, сейчас только отбежит туда, в линию защитников. Но, вообще говоря, был он там впереди. Дежурил. Высокий игрок. Готовился принимать мячи. Владимир Дидюн покидает футбольное поле. И пятым защитником на него выйдет под 27 номером итальянец Сальваторе Бакетти. Бакетти был автором первого мяча в полуфинале против Ростова. Этот первый, в общем-то, и стал победным, потому что Рубин победил с сухим счетом 2-0. Никто из футболистов казанского Рубина ранее не становился обладателем Кубка России. Если это случится это для них, для всех впервые. Хотя, напомню, много финалистов 2009-го до сих пор играет у Курбана Бердыева в составе. Подкат своевременный от Граната. Ну
еще одна замена будет в составе казанцев. Возможно, если успеют. Потому что идет 89-я минута. Сейчас тренеры команды призвали Сергея Давыдова, форварда. Уходит мяч. Но уходит он там, где нужно казанцам. Вдалеке от их ворот. Спешат тут переодевать, готовить к выходу на футбольное поле Давыдова. Потому что возможность замены — это даже не то, чтобы игра, которую он покажет, успеет показать. А это время, которое удастся сэкономить. Удастся похитить его у динамовцев. В концовке это очень важно. Ну а динамовцам, конечно, они понимают все прекрасно. Опытных футболистов в этом составе много. Необходимо сейчас бросить все свои силы, все свое внимание сосредоточить на атаке. Давыдов поменяет Нельсона Вальдеса. Форвард вместо форварда. Но учитывая, что в игру вступает Сергей Давыдов. Раньше была пара нападающих, теперь Вальдес, уставший после замены партнера Дидюна, некоторое время провел в одиночестве в атаке. Сейчас в одиночестве будет играть уже другой футболист, свежий Сергей Давыдов. Но по-прежнему 5 игроков обороны в составе у казанского Рубина. Бакетти, ну, фактически стал персональным опекуном Кевина Кураки. Вроде бы и в центре поля располагается, но приглядывая именно за ним. Шаронов отбрасывает мяч. 3 минуты добавлено к основному времени этого матча, и уже идет компенсированное время. Рубин, забивший дальним красивым ударом в исполнении Романа Еременко. Пока впереди, пока ближе к победе. Угловой зарабатывают у ворот Сергея Рыжикова динамовцы, но, может быть, это вот последний шанс. Пошел вперед Антон Шунин. Побежал вперед, воодушевилась публика на стадионе Центральный. Сейчас все или ничего. Игра ва-банк в исполнении московского «Динамо». Подача. Рыжиков четко забрал мяч в руки. И на всякий случай упал. Что случилось с Сергеем Рыжиковым? Кстати, рекомендую вам повнимательней посмотреть на голкипера казанской команды после финального свистка. Если вдруг так случится, что Рубин станет обладателем Кубка России, Рыжиков пообещал... Ах, тут вот что было, представляете? Шунин ударил головою Рыжикова в голову. Вратарь ударил вратаря. Ну, хотел, конечно, Шунин другому. Хотел сыграть головой. А получилось вот как некрасиво. Итак, Сергей Рыжиков пообещал в случае победы в Кубке России совершить 5 кувырков в центральном круге. Так что понаблюдайте, когда истечет компенсированное время матча, когда быстро просвистит мимо вас рекламный перерыв, мы продолжим нашу трансляцию, посмотрим награждение и вручение Кубка России победителю. Я пока не называю его. Мы не знаем, кто выиграет Кубок России. Рыжиков, удар. Свободный из своей штрафной. Там обозначил борьбу Сергей Давыдов. Все, в принципе, понятно. Там важно сохранять такое присутствие, играя мускулами. И на штрафников Кокорин выбивает мяч из своей штрафной площади Рубин. Последние секунды, возможно, последние секунды игры. Не остановлена. Рыжиков увел мяч на дальний край штрафной. Забрал мяч в руки. Очень переживает Антон Шунин. Когда судьба
финал решается одним мячом, и этот мяч пропущен после дальнего удара, конечно, голкипер волнуется. Тем более, что рикошета там не было. И если этот мяч становится решающим, Шунин будет посыпать голову пеплом, переживая, что именно он команду подвел. Но с другой стороны, ну действительно же динамовцы сегодня не показали себя в атаке, не проявили себя. Падает теперь Леандро Фернандес в штрафной площади зачем-то. Борьба за мяч, серия толчков. В итоге на газоне Сесар Навас. 3 минуты компенсированных уже истекли. Там Бердыев подготовил 3-ю замену. На поле появится Петр Быстров. Под 7-м номером. Успеет ли он хотя бы раз коснуться мяча? Вот вопрос. Петр Быстров. Опытный крайний полузащитник. Сейчас он поменяет Гёк-Дениза Карадениза. И уже какая-то радость и предвкушение в глазах 7-го номера казанской команды. Потому что, судя по всему, именно Рубин впервые в своей истории готовится стать обладателем Кубка России по футболу. Пирелли Кубка России по футболу. Сергей Рыжиков. Мяч в воздухе. И звучит финальный свисток Михаила Вилкова в Екатеринбурге. Высыпают на поле футболисты казанского Рубина. Они победили 1-0. Динамо проиграла Рубину в финале Кубка. С победой Рубин! В начале было колесо. Чтобы создать Сергей Николаевич, зачем уже это сбили? Зачем уже? Пошел дождь, и, как справедливо отметил коллега Градиленко, это слезы динамовских болельщиков. Золотой футбольно-хоккейный дубль не состоялся у славного коллектива. Ну а сейчас Михаил Цыбулин возьмет интервью тренера, так уж получилось, проигравшей команды. Коллега, пожалуйста, Сергей Силкин. Сергей Николаевич, что не получилось, чего не хватило сегодня Динамо? Ведь начало встречи осталось именно за вашей командой. Что не хватило? Ну, борьба была
напряженная до ошибки, будем так сказать. Но, к сожалению, мы начали позволять сопернику бить с дальней дистанции, хотя говорили, что очень важно эту зону закрывать. И, к сожалению, пропустили мяч. Вот. Ну что, могу только поздравить Рубин с кубком. Вот. Ну, видимо, наш кубок будет впереди. Ну а что ж такое происходит с Рубином? Наваждение какое-то, уже 13-й матч и ни одной победы. Ну, бывает, команды неудобные, но еще раз говорю, у меня к ребятам претензий-то нет, ребята старались. И несмотря на то, что и поле было все-таки тяжеловатое, до конца пытались, боролись, выполняли установку, но не повезло. Но теперь все силы на чемпионат. Да, осталась одна игра. То есть, второе место, если «Динамо» займет удачно, можно будет назвать сезон? В принципе, задачу команды выполнена. Мы попали в Еврокубки. Ну, конечно, будем стараться изо всех сил в этой игре. Спасибо большое. Огромное спасибо Сергею Силкину. Человек нашел нужные правильные слова после такой неудачной игры с Дмитрием Горделенко. Мы в прямом эфире продолжаем обсуждать этот матч, покуда усиливается дождь. Ну а, кстати, обратите внимание, болельщики бегут мимо нас на поле. Работники органов внутренних дел позируют перед телекамерами. Ну что ж, это такой штришок в плане организации. Надеемся, что сейчас мы за себя, если что, постоим. Ну а в футболе, Дим, победа, как действительно оказалась нужнее Рубину. Об этом ты молвил еще до начала нашего репортажа. Ну, игра нам показала. Игра нам показала то, что есть такая фраза, она старая. Покажи мне свою полузащиту, да, я скажу, что у тебя за команда. Сегодня полузащитники Рубина были сильней. Я говорил о том, и, в общем-то, все говорят, я не говорил о том, но все говорят о том, что вот у нас проблемы там в «Динамо», есть проблема Воронин, почему не играет. Семшова заменили, отправил Выпустил в дубль. всех, и 20 Пожалуйста, минут было да. на что-то похоже, а Да. дальше вот они, Можно чемпионы было. этого турнира. И Да, и можно вот было выгравировано забить, Надя Рубин. забили бы 2 мяча. Да, потом бы, может быть, дотерпели до перерыва. Потом Силкин бы сделал замену, выпустил молодых, свежих и выстояли бы. Удержали бы этот счет. Но этого не произошло. И что характерно, мяч в составе казанской команды забил человек, который сегодня провел колоссальный объем работы. Я хотел бы отдельно выделить игрока. Еременко сегодня просто сыграл великолепно. Конечно, можно сказать про каждую линию, про каждого футболиста Рубина, но Еременко сегодня был лучше. Особенно это было видно во втором тайме, когда он оказывался и слева, и справа, и вел игру команды, и подыгрывал, и бил поворотом. И вот как раз-таки один удар у него и получился. Ну, поговаривают, я общался с казанскими коллегами, что Бердыев уходит. Если это так, то это блестящая лебединая песня, по крайней мере, вот в этот отдельно взятый сезон или сезоны, чемпионские титулы, плюс еще обладатель кубка. Впервые, надо сказать, Рубин выиграл сей почетный трофей. Это действительно очень большой успех. Если все-таки продолжать разговор о «Динамо», почему не было вариантов усиления игры? Ну, почему? В составе динамовцев были достаточно неплохие футболисты. Были 2 центральных полузащитника. Априори. Я говорю, в в частности, когда народ пропустил, когда, если раньше брать, после 45 минут игры. Ну, это уже, конечно, вопрос к тренеру. Он мог сделать и выпустить новых, свежих футболистов. Потому что игроки для усиления атаки у него в запасе были. Почему он это не сделал? Возможно, они и готовы. Возможно, не знаю. Ну, а сейчас вновь коллеги продолжают мою работу. И тренер обладателей Кубка страны Курбан Бердыев в прямом эфире на России-2. Работаем. Курбан Бекевич, поздравляем с победой. Сегодня получился такой, наверное, настоящий кубковый, да, финал? Да, и, во-первых, я хочу поздравить болельщиков нашей республики, болельщиков всех, кто болеет за Рубин, за пределы России. Нам не хватало кубка Рубину для того, чтобы выиграть все в России. И слава Аллаху, сегодня это произошло. И я благодарен ребятам за ту самоотдачу, которая была сегодня. Вы действительно правильно сказали, что это была кубковая настоящая игра. Вот «Динамо» вы на протяжении 13 матчей уже не проигрываете. Как это получается сделать? Я не знаю, мы не следим за этим. Самое главное, что сегодня мы его выиграли. Мы счастливы. Спасибо. Спасибо.
Луганска. Ну а сейчас я по возможности прошу показать то, что происходит за нашими спинами, потому что, в общем, тот самый случай, когда не очень получается у нас закончить большой футбольный праздник, потому что огромное количество динамовских болельщиков высыпало на поле, попытались было начать потасовку с рубиновской стороной, надо сказать. Ну и вот мы сейчас наблюдали абсолютно полное бездействие полиции. Вы знаете, вот не побоюсь этого слова, то, что можно сказать в прямом эфире на всю страну. Вот только сейчас народ более-менее спохватился, но надо сказать, что, дай бог, вот те люди, которые вышли сейчас на поле, а огромное количество болельщиков, в основном-то динамовские, вот они сейчас, обратите внимание, пробегают мимо нас усердно. И, в общем, как-то так получается, что люди спокойно на поле пришли и спокойно с этого поля убегают. Полиция, вы где? Хочется спросить сейчас, но, слава богу, что особых таких выходок у динамовских фанатов мы не наблюдаем. Но это правда жизни, уважаемые друзья. Вот сейчас мы журналистскую работу, мы такую околофутбольную сейчас выполнить. Но теперь уже, когда я надеюсь, что вот сейчас уже ситуация на поле взята под молчаливый контроль, вот то, что мы сейчас видим, вот эти стройные шеренги, хочется поговорить о спорте, о забитом мяче ворота московского «Динамо». И здесь слово Дмитрию Градиленко. Назревал ли гол? Да, именно гол назревал. Потому что второй тайм начался с атак Рубина. Были удары по воротам. Был один из них, который мы, может, увидим, а может быть и нет. Это пробил Надха. А вот этот гол как раз-таки метров с 30 пробил Еременко. И попал точно в угол. Вряд ли здесь можно предъявлять претензии к Шунину. Хотя любой мяч, который голкиперы пропускают, они говорят о том, что да, наверное, если я пропустил, я мог выручить. Но где были центральные полузащитники? Где был Семшов? Где был Мисимович? Которые должны были контролировать эту центральную зону, которые должны были встречать и не позволять он слишком вольготно пробил. Конечно. Он мяч получил, он подумал, он, скажем так, навел, значит, прицел и пробил. Тем более, буквально несколько минут назад такой же удар с 30-35 метров совершил Надхов и попал в перекладину. То есть это был звонок. Мы говорим о том, что Шунин не выручил, или здесь особой вины все-таки нет у голкипера? Я считаю, значит, что, наверное, вряд ли можно обвинять в этом пропущенном мяче Шунина. Но, наверное, если ему зададут вопрос, он скажет, да, наверное, я не выручил. Мое мнение, как бывшим футболистом, но не вратаря, да, что все же тяжелый был мяч. Сейчас мы готовимся к церемонии награждения. Еще, конечно, поговорим и о «Динамо», и о «Рубине». Обратите внимание, руководство Российского футбольного союза, господин Фурсенко, готовится вручать вместе, наверное, с губернатором Свердловской области, вместе с другими высокими футбольными руководителями почетный трофей. Что дальше для «Рубина» и что дальше для «Динамо»? Начнем с проигравшей команды, потому что сейчас, ну, сам Бог велел Силкину продолжать свою, может, такую жесткую линию по формированию состава, с учетом, да, наших оглядок на то, что было ранее. Ну, во-первых, есть еще один тур в чемпионате России, который, естественно, нужно проводить. Рубину эта игра, конечно, нужна, но она очень мало шансов у нее есть для того, чтобы... Моральное свойство, скорее, да, такое, закончить на мажоре? Думаю, вряд ли, потому что они уже закончили чемпионат и поставили восклицательный знак. Задача попадания в Лигу Европы у них уже решена. Значит, что до «Динамо», то, конечно, у них предстоит очень тяжелый матч на выезде с Кубанью. Это будет очень сложно. Главный тренер, наверное, который гнул свою линию и, не зная почему, сегодня решил вот сделать вот такой, ну не знаю, вот такой ход. Показать акционерам, потому что у всех возникали вопросы. Ну вы знаете, буквально на днях было сказано, что Силкин остается работать дальше. Может быть, поэтому, да, он, успокоившись, решил таким образом показать акционерам, что, ребят, вот, пожалуйста, я сейчас их выпишу, вопросов нет. Давайте посмотрим, чем это закончится. Может быть. Опять же, мы все в догадках. Ну да, о контрах Рубина, наверное, говорить смысла нет, потому что с учетом возможного, опять-таки мы подчеркиваем это слово, ухода Курбана Бердыева, там уже совсем другие люди будут строить команду. Ну что ж, финал Кубка получился, но все-таки особенно поначалу, когда футбол был поистине веселый, мы рассчитывали, наверное, на большее, Дим, потому что в игре такого уровня один забитый мяч — это хорошо, но больше было бы, наверное, лучше, и футбол хотелось бы увидеть несколько иного свойства, особенно во втором тайме. Ну, согласен с вами, но все-таки, если смотреть назад на всю историю финалов, всевозможных финалов, они очень редко бывают голевыми такими, где мы могли видеть несколько забитых мячей. Поэтому, наверное, все, что произошло, тем более в финале играл Рубин. Рубин — команда, которая в этом кубке пропустила ни одного мяча.
только лишь с серии пенальти. И команда, которая, кстати, с 2006 года неизменно выигрывает у столичного «Динамо». Последний раз «Динамо» был обладателем трофея в 95 году, еще при Константине Бескове. Тогда, кстати, Иванович выиграл заключительный свой такой мощный футбольный кубок. Что касается «Рубина», то был финал проигранный, а теперь финал выигранный. И вот, пожалуйста, вот она, концовка для тренера. Курбан Бердыев высоко взлетает в воздух. Дмитрий Градиленко, Дмитрий Губерниев, всех вас благодарят, но наша трансляция не заканчивается. Впереди вручение кубка и слово Роману Трушечкину. Продолжаем в прямом эфире смотреть футбол и радоваться в данном случае за «Рубин Казань». Большое спасибо, коллеги, но, возможно, слово-то даже придется передать еще немножечко дальше и повыше по вертикали футбольной власти, потому что здесь готовятся к награждению и к каким-то приветственным словам, безусловно, руководители Екатеринбурга, российского футбола, там Сергей Пряткин и Сергей Фурсенко, Игорь Ефремов, президент футбольной национальной лиги. Ну и сейчас дожидаются того самого момента о наступлении неизбежном, которого мы вам рассказывали перед началом нашей трансляции, нашего футбольного матча, на специально отведенном для этого месте, на кубке, на металлической табличке, которая закреплена на его основании. Сейчас прямо по ходу вот этой церемонии гравируется название команды-победительницы Кубка России сезона 2011-2012 годов. Прямо сейчас руки мастера выводят там по этой самой табличке название «Рубин Казань». Команда Курбана Бердыева стала обладателем Кубка России впервые в своей истории. Второй раз попав в финал. Первый раз, напомню, в 2009 году в Химках казанцы уступили ЦСКА с минимальным тем же самым счетом 0-1. Единственный мяч в их ворота забил Евгений Алдонин тогда. Ну, а что касается московских динамовцев, то для них это четвертый финал Кубка России в истории и третий подряд финал проигранный. В 1995 году, 14 июня, московские динамовцы, они, кстати, ни в одном из своих финалов победных мячей не забивали с игры. Вот какая еще закономерность. Потому что тот самый единственный выигранный финал 95 года у волгоградского «Ротора» был выигран по пенальти после матча. Причем во второй серии пенальти. 0-0 в основное время и 8-7 результат той игры. После этого динамовцы играли в финале 97 года против московского «Локомотива». Уступили со счетом 0-2. Ну и в финале 1999, вот так вот с шагом в 2 года, динамовцы противостояли «Зениту» из Санкт-Петербурга и проиграли тогда со счетом 1-3. И вот сегодня, в 2012 году, в Екатеринбурге, на стадионе «Центральный», они, вот видите, они уже успели сходить в раздевалку, переодеться, кто-то даже уже, наверное, в душ сходил. Динамовцы побеждены. И совершенно по праву, по футбольной справедливости, наверное, сегодня завершилась игра. Потому что казанский «Рубин», особенно во втором тайме, смотрелся действительно лучше. Он больше впечатлил. Антон Шунин. Грустная для него вот эта медаль. Медаль финалиста, медаль участника финала Пирелли Кубка России по футболу 2012 года. Ну и, наверное, в ближайшие дни, часы, а может быть и недели, горькие переживания от того, что мог, может быть, выручить, да не смог достать этого мяча, пущенного издалека. Александр Сапета, Роман Березовский, который не переодевался на эту игру, был третьим голкипером, был и есть. Игорь Семшов, который после своей опалы, ссылки в дубль, сегодня вернулся. Кристиан Нобоа, которому так и не довелось сыграть против своей бывшей команды казанского «Рубина». В составе «Рубина» он проиграл финал 99-го, в составе «Динамо» проиграл финал «Рубину». Вот такая вот особенность жизни футбольной. Дмитрий Хохлов, тренер бело-голубых, и остались еще, видите, неиспользованные медали. На всех хватило. Но сегодня этим медалям динамовцы, конечно, не рады. Кевин Курани так и не смог поразить ворота. Сегодня у него шансов особенных не было. Ну и вот весь в золоте Мухсин Мухмадиев, спортивный директор казанского «Рубина». И далее вот они все. Ну, понятно, что при всех футбольных спортивных суевериях, тем не менее, спортивная команда готовится к возможному счастью, и золотые футболки были казанцами запасены. Помните, когда «Рубин» становился чемпионом России в 2009 годах,
а казанцы еще и подготавливали к решающим играм специальные золотые тюбетейки. Но вот сегодня я что-то вот этих головных уборов, которые стали отличительным знаком побед казанской команды, не вижу на головах футболистов и тренеров. Но тем не менее, без тюбетеек удобнее, так сказать, подставить голову под золотые медали. Я, откровенно говоря, из-за всей этой кутерьмы, которая тут случилась после окончания игры, так и не понял, кувыркался ли в центральном круге Сергей Рыжиков. Но сейчас вот все они руководители клуба, они идут первыми. Тренер Курбан Бекиевич Бердыев, вот тот самый Мухсин Мухамадиев. Тренерский штаб в Рубине большой. Ну а дальше футболисты один за другим. Тут, наверное, тоже существует какая-то своя иерархия, а может быть и нет. Во всяком случае, в передних рядах тех, которые сейчас получат награды, я вижу Сальваторе Бакетти. Вот он стал первым из игроков, который получит медаль. Сальваторе Бакетти вышел на замену в концовке этой игры, но ему принадлежит авторство победного удара в полуфинале по воротам Ростова, поэтому он так же, как и все остальные рубиновцы, ковал эту победу. Он тоже заслужил. Ну и дальше все по порядку. Давайте я просто вам назову футболистов казанской команды, которые были сегодня в стартовом протоколе, которые сегодня завоевывали Кубок России. Это Сергей Рыжиков, голкипер, полевые игроки Олег Кузьмин, Роман Шаронов, Сесар Навас, Кристиан Ансальди, Биборс Надхо, Роман Еременко, автор победного удара, Александр Рязанцев, Георг-Денис Караденис, Нельсон Вальдес, Владимир Дидюн, а также вышедший на замену Сальваторе Бакетти, Петр Быстров, Сергей Давыдов и оставшиеся в резерве Виталий Калешин, Никита Бочаров, Петр Немов и Хагиги Алиреза. Главный тренер, само собой, Курбан Бекиевич Бердыев. Это третий его российский трофей. Казалось бы, в худший за последние годы сезон команды, потому что сейчас Рубин в чемпионате России располагается на 7-й позиции, 65 очков у казанцев, и борьба уже идет в чемпионате России исключительно за престиж. Последний матч в турнирном смысле ничего нового не прибавит Рубину. Ну, может быть, только какая-то личная, персональная радость футболистов и тренерского штаба от того, что удастся переиграть ЦСКА. Потому что именно армейцы в ряде случаев в кубковых, суперкубковых матчах похищали победу у Рубина и часто огорчали эту команду. И вот сейчас, может быть, удастся Бердыеву, Дмитрий Самаренкин, рядом с ним президент клуба, хлопнуть дверью напоследок. И вот сезон в премьер-лиге все-таки закрыть на мажорной ноте, насколько это будет возможно. Но сейчас, внимание, самый главный участник этого футбольного торжества появляется на футбольном поле Екатеринбургского центрального стадиона. Оказывается в руках президента РПС Сергея Александровича Фурсенко. Здесь же губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Ну и сейчас этот хрустальный трофей получает казанский Рубин, команда Курбана Бердыева и еще десятков парней, которые непосредственно выходили на футбольное поле, обладатели Кубка России, Пирелли Кубка России сезона 2011-2012 годов. Дорогие друзья, сегодня праздничный день 9 мая, получился хороший футбольный день. В Екатеринбурге в хорошую погоду, при стечении хорошей, подчеркну это, публики. Я благодарю всех своих коллег, с которыми вместе мы организовывали эту трансляцию. У микрофона из комментаторской кабины для вас сегодня работал Роман Трушечкин. Поздравляю Рубин с победой, всего доброго, смотрите наш футбол!